Мы наконец-то хотим знать свою собственную реальную историю. Что было в 2016 году? Никто не собирается этим спекулировать. Мы просто хотим понимать, собрать всю картину прошлого. Мы слишком долго находимся в пространстве пропаганды, в пространстве манипуляций, в том числе с памятью. Второй момент – это, конечно, политическая воля. Это самое сложное, насколько я понимаю, в нашем государстве, особенно учитывая лояльность относительно России. И третье – это уже попытка самого общества осознавать и его желание передавать это детям, следующему поколению, чтобы они понимали реальную правду, не идеологизированную. Практически весь советский период, там каждая вторая страница, она или недописана, или умолчена. Тема с басмачами у нас была одной из первой, и про нас сразу написали всякие гадости и в газетах, и статьи появились о том, что мы хотим реабилитировать там каких-то разбойников. На самом деле там такая многозначная группа, там далеко не только азиаты, там далеко не только мусульмане, там были и дашнаки, и крестьяне, и монстров, и так далее. Просто демонизировать страницы нашей истории или умолчать, это, в общем-то, очень просто в нашей ситуации. Например, потому что у нас до сих пор закрыты архивы. Вот мы в сентябре были в Украине и собрали весь материал по раскулаченным и сосланным из территории Кыргызстана в Украину. Мы только там поняли, как мало мы вообще знаем, что мы знаем, сколько семей, сколько личных историй пострадало, на какой уровень убыли был в тот момент, вот только в одной исторической волне, как раскулачивание и так далее. Память – это очень важная составляющая нашей идентичности. Что такое наша идентичность? Это самодостаточность, это достоинство, это принятие себя как личность, как общество, как этнической группы. Поэтому нам это очень важно сегодня, особенно сегодня, когда мы видим войны памяти, реальные войны, которые идут вокруг, когда мы сегодня видим претензии на то, что один этнос недоэтнос. Мне кажется, наше общество, поэтому, как, наверное, все постсоветское, выросло в таком страхе и в желании ничего лишнего не знать, ничего лишнего не говорить и не помнить. А я уверена, что это именно по этой причине наше общество не развивается. Когда наше общество начнет понимать и признавать, в том числе драматические или травмы свои, только тогда человек становится сильным, когда принимает все это.